Спасибо большое, что проснулись. Вот. Я постараюсь, чтобы вы не заснули дальше. Меня зовут Рита, я работаю в правовой инициативе, и последние, наверное, года два мы очень активно используем элементы геймификации в своей работе, при том, что занимаемся защитой прав человека, то есть занимаемся достаточно серьезными вещами. Сначала начну с того, что очень кратко расскажу, что такое права человека. Может быть, кто-то знает? Может, кто-то хочет ответить? Нет? Ладно. Права человека – это то, что находится в плоскости между человеком, и вот все отношения находятся в плоскости между человеком и государством. То есть это один человек не может нарушить права человека другого, их может нарушить только государство. И они являются, неотъемлемыми. Грубо говоря, мы занимаемся всем, что когда страдает, когда кого-то избили, например, сотрудники правоохранительных органов, когда с кем-то произошло что-то, такое плохое, и мы можем какими-то юридическими правовыми элементами помочь. Можем написать жалобу, либо сделать что-то подобное. Тем не менее, вы понимаете, что это довольно скучно звучит, вот, и поэтому мы начали думать, каким образом... Параллельно мы занимаемся еще просветительской и образовательной работой. То есть у нас есть отделение, которое занимается защитой прав женщин, занимается домашним насилием. Мы ведем, параллельно много таких направлений. Школа по правам человека. Вот, ладно, что-то я немножко волнуюсь. Перейдем к геймификации. Мы думали долго о том, как заинтересовать людей, и ничего не получалось. Поэтому поняли, что самое главное наполнить все элементы нашей работы смыслом. А смысл — это и какими-то историями, наверное. Вот. И это как раз-таки нам дала геймификация. Мы начали придумывать квесты, квизы, интерактивные фильмы, ларпы и все связанное на тему прав человека. Например, начну с квестов. Мы провели серию городских квестов с коллегами из другой правозащитной организации Human Constanta. Ездили по городам, придумывали механики. Вот, это наша история, легенда, если кому-то интересно. А я попрошу сейчас включить видео, очень короткое любительское видео о том, как мы говорили с участниками одного из квестов, и они, можно сказать, поняли ценность прав человека и говорили о правах человека вот в контексте квеста, который мы проводили. Права чоловіка – така штука, про яку повинні ведати усі люди, які, на жаль, не ведають, що це таке. І, ввогуле, це наші прави, які ми повинні використовувати, ведати, що ми можемо, що не можемо робити. Як поважати один одного. У любых деклараціях, які ви очините по правах чоловіка, там одно з перших слов, це буде неотъемлемость. Это то, с чем мы нараджаемся, и то, с чем мы помираем. Это то, что есть у нас завсёды, и то, что у нас нельзя добрать. Человеку важно помнить о своих правах, о том, что у них действительно есть, потому что в жизни бывает очень много разных ситуаций, когда эти права могут нарушаться, и человек должен знать, что делать в этом случае, на что он имеет право, как он может защититься. И многие об этом, просто, наверное, забывают, может быть, недостаточно понимают. Я думаю, что возвращать эти знания очень важно. Как жить и разуметь, что тебе поважают, и ты поважаешь когось, и это, у основе. И як мені здається, як життя було нормально на этой планете, тому що наші прави – це те, що робить наше життя таким, як воно повинно бути, в плані добрим, в плані здається, як було виносно, можна почувати. Я думаю, что права человека нам нужны для того, чтобы чувствовать себя защищенными от условного большинства, кем бы оно ни было. Квест «Расскажи
пешеходный, нельзя пользоваться велосипедами, самокатом, можно общественным транспортом и собственными ножками. До О идет Н, до Ё идет Е, и это частица не. Кажется, я еще помню, что-то я даже помню. І коли ти чуєш некую лекцію, вона може здаватися, на шмат складання, чим довідатися про щось з правил, наприклад, у квесті. Мне кажется, гораздо интереснее побегать. Все воспринимается не как учеба, а как какая-то игра, но при этом усваивается и полезные знания. Некоторым нравится с шифром. У нас есть одно задание с шифром. Нужно какой-то алгоритм понять, по какому принципу разгадывать задание. Но другие, наоборот, очень долго с ним думают, сидят, вспоминают алфавит. Сложно, в общем, ребята. Было очень классно. Очень вопросы такие неоднозначные, когда сначала ты думаешь, что, наверное, пришел не на ту игру, не на свой уровень, но если раскинуть мозгами, оказалось все очень интересно и занимательно. А як мені здається, гэта вось ідэальны варыянт для падлеткаў і для тых, хто нічога не ведае там у юрысдыкцыі ці дзесьці яшчэ. То бок, мне здаецца, рэальна круты варыянт. Вельмі спадабалася тое, што сам квест накіраваны не на тое, каб даведацца, што ты канкрэтна ведаеш па некаторых правах чалавека, а каб праз твою логіку давесці цябе да некаторых ведаў аб тых жа правах чалавека. І мне здаецца, што для шырокага кола насельніцтва гэта вельмі добрая схема даведкі пра тое, што ёсць такое правы чалавека ўвогуле. У каждого человека есть свои права и свои обязанности, и мы должны знать и то, и другое. Какие у нас есть возможности, на что мы имеем право, что стоит делать, что не стоит. И уважать как свои права, так и других людей. Средняя сложность. Даже для такого чайника в правах человека вполне себе проходимый квест. Квест вельмі сподобався, було вельмі цікаво, ніяка така нова інформація, мабуть, прийшлося успам'ятати там, який вертольот буває, і там розвідка у Великобританії, але вельмі сподобалося, вдячна організаторам, дякую велике за все це. Дякую волонтерам за допомогу, і коли яшчэ нешта будзе такое, обов'язково прийму удел. Играйте, участвуйте, интересуйтесь. Это все очень интересно и совсем не страшно. Даже полезно в некоторых случаях. Права человека такая штука. Да, спасибо. Вот среди правозащитных организаций у нас и вообще правозащитников всегда идет такая борьба, наверное, за аудиторию. То есть я предполагаю, что, наверное, с этим проще сотрудникам образования. У вас есть аудитория, у вас есть, например, дети, либо те, кто будет слушать, те, кто будет, либо иногда, возможно, вынужден слушать, но у нас есть еще один элемент вот этой вот цепочки, нам надо их еще найти. Может быть, не детей, у нас квест не был рассчитан на детей, но на подростков вполне подростки участвовали, вот. И я хочу сказать, что, в принципе, мы довольны результатами. У нас было, как правило, там по 5 команд, по 7, не очень много, допустим, там было когда-то 30 человек, вот. Но сам факт, когда-то 20, но, тем не менее, мы довольны тем, что вот люди, все люди практически, все были вовлечены, и есть действительно результат. И мы считаем это своим успехом. У нас было 6 квестов, адаптированные в разных городах, то есть мы адаптировали локации, вот, и задания на них. Следующий элемент геймификации, который мы придумали, были квизы по правам человека. Все началось с сотрудничества с мозгобойней и тоже с Human Константой. Мозгобойня, может быть, кто-то знает, наверное, что такое. Это паб-квизы наподобие «Что, где, когда», только люди, вовлеченные приходят, команды собирают, приходят и играют, тренируют мозг, грубо говоря. То есть вопросы, как правило, достаточно сложные. Есть вопросы на
музыке, например, там, о угадай мелодию, угадай фильм, ну, то есть что-то такое, но тем не менее они каким-то образом тематически связаны. Мы сначала работали с мозгобойней, они нам адаптировали вопросы к теме прав человека в формате мозгобойни, вот, и тоже собирали где-то по 70 человек в Минске, в Гомеле, точно не скажу, но это было достаточно, весело, интересно, команды соревновались, были победители, вот. Потом произошел локдаун, коронавирус, и у нас очень много инициатив пришлось отменить, пришлось каким-то образом переформатировать, и мы придумали новый формат, новый формат онлайн-квизов, потому что уже проводить крупные мероприятия наподобие мозгобойни было сложно. И я приведу пример. Мы можем даже с вами, если вы не совсем спите, можем даже попробовать ответить на какие-нибудь вопросы. Эти квизы есть у нас на сайте, то есть их можно, не на сложный вход, но я потом дам. Вот. Их можно пройти в онлайн, в режиме реального времени. Каждый желающий может пройти. Это пример квиза по правам женщин. Вот. Вопрос на правду или ложь. Как вы думаете, в Беларуси женщина по закону имеет право выбирать любую профессию, выполнять любые виды работ? Правильно. Вот. И идет короткое пояснение. Но это был легкий вопрос. А дальше у нас есть вопросы, которые такие довольно сложные. Вот, я попрошу кого-нибудь ответить. Кто первый ответит, получит хороший подарок. Вот, я зачитаю. Замужество веками считалось единственным успешным сценарием для девочки в Китае. При этом шансы на удачное замужество были лишь у девочек, которые в детстве прошли обряд создания золотого лотоса. Самыми привлекательными считались те, у кого длина золотого лотоса не превышала 8 сантиметров. Чтобы добиться необходимых изменений, нужно было несколько лет терпеть ужасную боль. Кроме того, создание золотого лотоса влекло разные серьезные последствия для здоровья. Обычай существовал... Кто знает ответ? Кто был первый? Все знают. Ладно, тогда мы другой вопрос попробуем, который вы не угадаете. Хорошо. Это правильный ответ, длину стоп. Там нога тоже засчиталась бы. Это был квиз по правам человека общий. Давайте попробуем ответить на него. Я не буду, наверное, зачитывать, да, потому что вы быстрее ответите, чем я дочитаю. Что сделали студенты? За что они были наказаны и оказались в тюрьме? Нет, не совсем. Нет. В 1961 году студенты сделали что-то за свободу в одном из баров. Нет. Что? Продолжайте. Да, произнесли тост. Подождите секунду, я найду ваш подарок. Женя? Да. Да. Сейчас мы найдем ваш подарок, его вручим. Хорошо, да, действительно, студенты подняли тост за свободу. Это был такой вопиющий случай, потому что за тост они получили 7 лет тюремного заключения. Но, тем не менее, это послужило поводом к такому, очень созданию движения международного в защиту прав человека Amnesty International. Так, это правильно. Да. Мария, давайте аплодисменты. Так. Есть еще один вопрос. Тоже, мне кажется, довольно сложный. Репортер из Нидерландов провел такой социальный эксперимент. Что? Нет?
что он съел, и я потом расскажу историю, либо вы ее прочитаете, что он съел, что послужило, ну, как бы, что было нелегально произведенным продуктом. Что? Да, 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 правильно. Где наша кружка? Это было, есть очень интересный документальный фильм об этом. Да. Вероника. Вот. Очень интересный документальный фильм. Он как раз о том, как журналисты просто решили, ну, как бы, я не знаю сказать, потроллить, не потроллить, так, наверное, не стоит говорить, но они просто сделали такой эксперимент, потому что очень много какао-бобов производится, ну, до сих пор, наверное, нет, но производится как раз использованием детского труда в странах Африки, в некоторых. И, тем не менее, компании известные, там, все во всем мире закупали эти какао-бобы, ну, и использовали для производства практически всего шоколада. И они тогда сделали такой, ну, как бы, шоколад свободный от рабства, то есть они... Эта инициатива послужила тому, что они нашли, организовали сеть каких-то закупок у маленьких хозяйств, и вот выпустили бренд шоколада Тони Шоколони. Шоколоны ли? Вот. Так. Тем не менее, даже этот шоколад в итоге выяснилось не полностью свободен от рабства, потому что все следить невозможно, и они в итоге пишут сейчас, что они стремятся к тому, чтобы быть полностью свободными от использования детского труда. Я могу еще привести какие-нибудь примеры из квизов, но у меня их просто здесь нет. Расскажу еще про один наш вид деятельности. Мы проводили ларпы. Кто-нибудь знает, что такое ларпы? Да? Нет. Да. Это ролевые игры живого действия. Ну, может быть, иногда про них говорят живые квесты. Это игры, как правило, на остро социальную проблематику. И, кстати, очень хорошо можно использовать, ну, скажем, для того, чтобы, может быть, аудитория, дети прониклись к каким-то важным вопросам. Есть очень много ларпов в свободном доступе на английском языке, очень таких хороших. Например, там, ну, мне приходит в голову пример по смертной казни. Трибунал, очень известный ларп, он переведен на русский язык, или на белорусский, ну, может, даже на два. Вот. И, ну, то есть это игры, которые действительно заставляют, ну, там надо уделить целый день, нужен человек, который сможет вести игру, как правило. Грубо говоря, каждый получает свою роль и полностью вживается в нее и каким-то образом вот, ну, чувствует себя другим человеком и проживает. Этот опыт уже не забывается. Ну, это очень, ну, такая хорошая техника, но, к сожалению, она у нас, мы начали внедрять летом, и как раз, когда был коронавирус, мы не проводили вживую, мы проводили их в Зуме, но, тем не менее, ну, вот такой опыт был. Правда, не все удалось провести, потому что потом случились события августовские, и мы сейчас, ну, понимаем и, ну, сталкиваемся с тем, что, как бы, ну, как сказать, что сейчас не до этого, да. Что просто, и это какой-то, наверное, цинизм, там, проводить игры, ну, на тему, которая волнует не очень остро людей. Поэтому мы пока взяли паузу. Вот. Ну, еще один очень такой наш... Так, презентация на этом все. Я покажу вам фильм. У нас есть интерактивный фильм, не один, их несколько, но один очень такой, можно сказать, познавательный и полезный. Он о том, как мы пытались научить человека вести себя правильно, не навредить себе во взаимоотношениях с правоохранительными органами. Он был снят, презентован весной, по-моему, вот, до всех событий, поэтому, ну, мы просто... Я покажу, что такое интерактивный фильм. Мы сейчас, например, с вами немножко решим, как действовать. Может, нажмите там, начать.
Кто там? Откройте милицию. Я вас не вызывал. У нас постановление на обыск вашей квартиры. Открыть двери герою или не открывать? Стоп. Нет? Нажимайте нет. Я сказал, я вас не вызывал. Открывайте. Нет. Может, света? Лежать! Лежать, я сказал! На землю, руки сюда! Юра, подними его. Понятые, пройдись. Можно снять наручники, я ничего не сделал плохого. Тут очень как много ты ездил? концовок, Гражданин, очень много дверь не клиентов. открывали. И это щас- Неизвестно, что от вас ждать можно. Еще сюрпризы будут? Нет. Юра, сними браслет. Ну, такие пояснения, что происходит, и ссылка на статью. Его можно посмотреть, просветиться. Так, Климович Игорь Владиславович, на основании постановления от 21 марта 2020 года в вашей квартире будет произведен обыск. Если в данном помещении есть оружие, боеприпасы, ценности, нажитые незаконным путем, прошу выдать сразу. Забор. Я оставлю его одного настройку. Ой, так, Ксюха, ну, калма, расслабься, ну. Что, прикинь, что нашел? Патрон. Да это же не оружие, ну. Вот вопрос, что делать с патроном, если все пришли с опытом? Что ему делать? Сказать? Нажимайте. Провольно выдаю его патрон. Патрон? Вот, на улице нашел. Не знаю, зачем домой забрал. Так и запишем. Ну, герой поступил правильно, потому что человек освобождается от ответственности, который сообщил об оружии. Вот. Ну и дальше в таком формате можем посмотреть, можем еще разыграть последнюю кружку с каким-нибудь вопросом. Что? А, уже нет? А, ну все, тогда кружек не будет. Я почему-то думала, что еще остались. Слушай, Олег, Можем давай посмотреть? на кухню. мы Хотите? тут У нас время есть? Ну, у меня есть просьба, я прошу занести в протокол. Во-первых, не просьба, а ходатайство. Короче, что ты хотел сказать? Я прошу организовать обыск таким образом, чтобы были приглашены дополнительные понятые, и мы переходили из комнаты в комнату. А что тебя не устраивает вообще? Знаю я. В кино видел, как подкидывают всякое. Что делать герою? Гражданин Климович, вы сильно умный, да? Вы вообще в торговле людьми подозреваетесь. Из таких, как вы, девушки молодые в притон попадают. Ну, Ты вообще на вашем месте лучше молчать. Давай, Олег, заканчивай там.
к вопросу о том, что Николай, везде должны присутствовать. Неправильно это, что я там один. Не по закону. Да и понятого одного, чтобы он видел, как я обувь продолжал. Пройдите кто-нибудь, пожалуйста. Понятой должен быть все время, а не только в тот момент, ну, когда его позвали. И хозяин тоже. Страшно? Нет. Последнего случая в школе уже не страшно. Обратите внимание на этот документ. Здесь фамилия, имена, номера телефонов. Пройдемте. Я вообще не делал. Вот наша на кухне. Что это? Понятые, прошу обратить внимание. Найден список, имена, фамилии, телефоны. Это не мое, вы подкинули, зачем вы это Игорь сделали? Владиславович, спокойно. Будете мешать проведению обыска, наденем наручники. Спокойно. На кухне все у вас? Да. Ну, прекрасно. А список приложим к изымаемым вещам. Обыск закончен. Сейчас будем в протокол вносить изъятые вещи. Так. Патрон. Понятые, подойдите, пожалуйста. Держите ручку. Распишите здесь. Ага, вот так. Спасибо. Теперь вы, пожалуйста. Вот тут. В общем, вот таким образом мы Ваш экземпляр, пытаемся... пожалуйста, почитайте, ознакомьтесь. Да, наверное, Что, ребята, берите вещи, грузите в машину. вы можете посмотреть фильм, и все варианты сюжетов, на это, говорят, уйдет весь день. Вот. Я все не смотрела, потому что, ну, их там очень такие довольно сильные развилки. Например, когда, если бы вы открыли дверь в самом начале, ОМОН, ну, не ОМОН, вот эти вот люди в черном с автоматами, они бы не вбегали. Они бы просто зашли, ну, то есть их бы не было, зашел бы просто сотрудник милиции. Вот. Таким образом, мы пытаемся сделать права человека более доступными, более понятными людям. И мне кажется, что оно у нас получается, тем не менее, постоянно ищем какие-то новые формы, постоянно сталкиваемся, ну, с какими-то ситуациями, когда люди не понимают, что это такое. Вот мне кажется, сейчас тоже не все понимают, что такое права человека. Вот.